Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 9-го избирательного округа Саид Гизердава. Саид, здравствуйте! Здравствуйте! Гизердава Саид Игоревич родился 30 июня 1982 года в городе Гудаута. В 1999 году окончил Гудаутскую среднюю школу номер 1. В 2005 году с отличием окончил юридический факультет АГУ. С 2016 по 2019 год учился в аспирантской школе по праву Высшей школы экономики в Москве. Присвоена квалификация исследователь, преподаватель-исследователь. С 2005 по 2006 год проходил службу в Министерстве обороны на должности офицера по правовой подготовке. С 2006 по 2009 год работал на должности юриста АГУ. С 2009 года юрист общественной организации «Центр гуманитарных программ». С 2018 года по настоящее время юрист, главный эксперт экспертно-аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в ИРА. С 2006 по 2018 год являлся преподавателем юридического факультета АГУ. С 2005 по 2008 год член рабочей группы комиссии по конституционной реформе при президенте ИРА. Автор законопроекта о праве на доступ к информации и поправок к нему. Один из авторов изменений в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия и других инициативных законопроектов. С 2008 по 2016 год в качестве юриста общественной приемной по правам человека ЦГП оказывал юридическую помощь представителям уязвимых категорий населения. Один из создателей и руководитель сети общественных юридических приемных по правам человека. С 2020 года по настоящее время член рабочей группы по совершенствованию законодательства Абхазии о гражданстве, член комиссии по конституционной реформе. С 2021 года по настоящее время член рабочей группы по подготовке законопроекта об образовании. Приступим к вопросам. Да, конечно. Саид, по профессии вы юрист. Несмотря на довольно молодой возраст, у вас достаточно серьезный опыт работы в правовой сфере. Больше 15 лет. Расскажите, почему решили баллотироваться в парламент? Ну, это решение, конечно, я принял не спонтанно, но если бы я не соприкасался с законотворческой деятельностью, конечно, мне было бы сложнее такое решение принимать. И я вижу сейчас, что достаточно неактивно проходит законотворческая деятельность. Мы видим, насколько большие пробелы в сфере законодательства, актуального для нашей страны, сегодня существуют, особенно в социально-экономической сфере. У меня очень много предложений, связанных именно с этим блоком. И поэтому я посчитал, что, ну и не только, наверное, а дальше я скажу об этом, что парламент должен активизировать законотворческую деятельность. Сейчас, на мой взгляд, парламент представляет собой такую, мягко говоря, дискуссионную площадку, чего, конечно, это неплохо, да, это суть парламентской деятельности, но дискуссии должны рождать какой-то результат. И, к сожалению, в плане результативности мы не видим серьезных таких прорывов. Но вот мне показалось, что это достаточный мотив для того, чтобы идти в парламент. Вы один из участников комиссии по конституционной реформе. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы эта реформа состоялась? Вы знаете, я очень внимательно следил за дебатами, за выступлениями кандидатов. И, к сожалению, мне показалось, что вот среди кандидатов все-таки нет достаточного понимания важности конституционной реформы. Нас, кстати, трое, да, участников конституционной реформы. И я также уверен в своих коллегах, которые принимали участие в деятельности комиссии по конституционной реформе, что они будут продвигать результаты. Но вот со своей стороны я хотел бы сказать, что я у остальных кандидатов не встретил такого серьезного понимания. Между тем, я хотел бы напомнить, что с 2006 года фактически у нас, ну, при разных президентах идет эта конституционная реформа. И я практически принимал участие и в начале, и сейчас вот в последнем, третьем этапе, да, конституционной реформы. У нас очень серьезные и важные предложения, касающиеся взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Мы предлагаем такую серьезную дебюрократизацию, консолидацию исполнительной власти, когда у нас все-таки есть дублирование лишнее, ненужное, которое слишком много ресурсов забирает, да, в том числе и финансового государства. Нам показалось, что необходимо провести оптимизацию и необходимо усилить контроль. И в этом смысле вот наши предложения не очень важны.
Да? Они позволят сделать власть более динамичной и более работоспособной. Перед беседой я ознакомилась с вашей предвыборной программой. Ваш лозунг звучит так: «К достойной жизни благодаря профессиональному парламенту». А как это реализовать? Как сделать так, чтобы парламент был исключительно профессиональным, эффективным, открытым? Да. Ну, вы знаете, конечно, это сложно реализовать, потому что сейчас у нас довольно низкий порог входа, да, в парламент. То есть недостаточно развитые такие требования к кандидатам. Ну что у нас в плане требований к кандидатам? Это возраст, наличие гражданства, дееспособность. То есть у нас даже не прописана необходимость наличия высшего образования. И, кстати, мы попытались эти бреши закрыть в рамках предложений комиссии по конституционной реформе. Мне кажется, что очень серьезно надо поработать над статусом депутата. Мы слышим, например, такие предложения, что необходимо отказаться от неприкосновенности депутатской, необходимо ввести императивный мандат. На самом деле, я считаю такие предложения популистскими, и они на самом деле не несут в себе такого серьезного решения. Например, относительно отзыва депутата или императивного мандата, я считаю, что его очень сложно на самом деле на практике реализовать. Потому что депутат все-таки, он определенным образом связан с волей своих избирателей, но попадая в такой общегосударственный орган, он одновременно должен руководствоваться общенациональными, общегосударственными интересами. Его избирателям может показаться, что он как бы впоследствии не уделяет им должного внимания, но он может быть эффективным парламентарием при всем при этом. Вот это тоже может как бы быть основанием для того, что избиратели захотят его отозвать. Или, скажем, если мы предлагаем введение смешанной избирательной системы, у нас часть депутатов будет избираться партийным списком. И как быть нам тогда в таком случае с этим императивным мандатом? Мне кажется, нужно повышать прежде всего требования. Тема коррупции. На ваш взгляд, нужно ли совершенствовать механизм борьбы с коррупцией в нашей стране и как это сделать в наших реалиях? Мы пока всего лишь предпринимаем какие-то формальные шаги по решению этой проблемы. Да, у нас есть закон о противодействии коррупции, да, у нас есть закон о декларировании доходов, но все меры, которые они предполагают, они являются половинчатыми. И даже недавно вот ко мне обращались за консультацией в связи с тем, что непонятно, как понимать некоторые положения закона о декларировании доходов. Ну вот, если вы не своевременно сообщаете о том, что... Не сообщаете, да, являясь чиновником о том, что предоставляете декларацию, вас могут на этом основании снять с государственной должности. Но при этом вопрос не решен с трудовым законодательством. Трудовое законодательство не позволяет проводить такие решения. Да? То есть человек может обратиться в суд, и никакое увольнение не будет признано законным. Это один момент. А как быть с депутатами? Да? Депутаты тоже подпадают под действие, их избирал народ. То есть вот таких вот проблем в этом законе очень много. Мы понимаем, что вот борьба с коррупцией – это очень важная задача, но при этом мы принимаем законы, которые не решают этой проблемы. Не решен вопрос уголовной ответственности. Вот мы слышим эту кампанию, слышали о том, что кампания за статью 20 очень активно проходила. Но вот статья 20 – это статья 20 Конвенции ООН о коррупции. И статья 20 касается незаконного обогащения. А вот в плане борьбы с самим незаконным обогащением ничего не сделано. В своей предвыборной программе вы говорите о повышении качества образования на всех уровнях. И еще один момент, тезис, который мне лично бросился в глаза, это социальная помощь для уязвимых категорий граждан. Как вы предлагаете все это реализовывать? Я для себя вижу это так, что мы должны создать открытый образовательный рынок. Да, чтобы в нем могли участвовать различные высококвалифицированные специалисты. Мы должны привлекать их и в наши школы в том числе. Но чтобы одновременно не как-то, скажем, вопрос с абхазским языком не проседал, мне кажется, очень важно, чтобы эта проблема решалась для всех. И не только для абхазского населения, но и для всех граждан, потому что абхазский язык должен стать инструментом интеграции, да, наших граждан. Сделать нашу систему образования открытой,
доступно. И я считаю, что очень важно, чтобы образовательный процесс, он не только ограничивался, да, определенными возрастами. Люди в любом возрасте должны иметь возможность получать образование. И сейчас это как бы мировая тенденция. Законодательство социальное у нас очень не развито. Оно преимущественно советское. То есть в текущих реалиях оно неприменимо. У нас нет основополагающего законодательства о пенсионном обеспечении. Самое главное, вы знаете, есть очень много категорий уязвимых людей, которые нуждаются в социальной помощи. Даже сами эти категории надо как-то определить. У нас нет специального законодательства о социальной защите, которое, собственно, определяет категории нуждающихся людей, определяет формы материальной или иной какой-то поддержки. Вот мне кажется, что эту задачу надо решать. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Это был кандидат в депутаты от 9-го избирательного округа Саид Гизердава.